Наркозависимость – напасть или болезнь, которая сметает все на своем пути. И уже не важно, какие перспективы были у молодого человека, какие смелые планы на будущее он строил. Все это ему не позволит осилить его слабая воля и здоровье. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Ингушетия поднимает эту тему через встречи с подрастающим поколением. Хоть как-то донести до жителей нашей республики, особенно для молодежи, молодежной среды, о том, какой вред несет данное зло. И нельзя забывать, конечно, о административной и уголовной ответственности этой стороны. По республике выявлено около 300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 12 килограмм наркотических средств. На встречу пригласили представителя наркологического диспансера. Заира Арсельгова отмечает, что если в прошлом году в республиканском наркодиспансере на учете стояло около 1500 человек, 300 из которых наркозависимые, то в текущем году печальная статистика выросла и помолодела. Количество учета выросло на 111 человек, то есть цифра растет. И если в прошлом году средний возраст, самое большое количество наркозависимых было в возрастном периоде 25-29 лет, то в этом году этот возраст помолодел, он составляет 20-24 года. Ребятам показали документальный фильм, открывающий горькую правду о чуме 21 века. В бизнесе наркотиков там не считают, там нет ничего людского, там есть просто конкретный расчет денежный, финансовый, и все, 3 единицы. По данным Минздрава, употребление наркотиков в юном возрасте приводит к необратимым последствиям. Повреждению головного мозга или нервной системы, амнезии, нарушению способности к рассуждению. Немногие наркозависимые, которые начали употреблять психотропные вещества в переходном возрасте, доживают до 30. А выкарабкиваются из этой бездонной ямы только 6%. Причин, которые толкают их на этот смертельный шаг, несколько. Любопытство, нехватка родительского внимания и плохая компания. Но у многих из ребят, собравшихся в зале, есть свое мнение на этот счет. Самое главное – это быть занятым. Просто когда у тебя много свободного времени, и ты попадаешься, ты случайно проходишь мимо и увидел этот круг, у тебя свободное время, ты просто с ними присоединился, и тебе просто бывает интересно попробовать. Я просто, чтобы не было бы времени, чтобы человек был занятым, я не знаю, работал, учился. Если ты уже пошел по этому пути, нужно отходить от этого, постараться, так как это очень плохо. И во-вторых, это позор родителей, людей, которые тебя воспитывали. К счастью, мне не приходилось с этим сталкиваться. У меня в окружении и среди родственников, и среди друзей таких людей нет. Но если бы я об этом узнала, если бы я знала, я постаралась бы какую-нибудь помощь оказать и попытаться вместе с ним бороться с этой болезнью. Главный вопрос – есть ли шанс вылечиться от наркозависимости? По статистике, лечение займет около года, но гарантии никто не дает. Из-за ломки наркозависимый может сорваться в любой момент. Именно поэтому такие профилактические беседы ведомство проводит на постоянной основе. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.